Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 17 апреля 2023 года, 21:00 по Берлину, 22 часа по Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити и... Сейчас не включил. И в ТикТок Аслан Арцуев. Друзья, всех приветствую. Мовидин, гражданин Ичкерии, Мадина, Осколи. Всех вас приветствую. Добрый вечер. Всех витаю. Всем рад. Так, и пока мы все собираемся, чтобы это у нас было в видеоформате, сводки с фронта от Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 17 апреля 2023 года. За прошедшие сутки уничтожено 590 оккупантов. Итого их цифра достигла 182 660 человек. 3 танка. Итого 3660 танков, 4 боевых бронированных машины, итого 7087 машин, 9 артиллерийских систем, итого 2804, РСЗО, итого 538, 0 за прошедшие сутки, антиаэркрафт 1 штука и 285 всего, 308 и 293 самолетов и вертолетов соответственно. 8 БПЛА уничтожено, итого их 2347, 911 ракет, 0 за сутки, 18 кораблей катеров, 0 за сутки, 14 автомобильной техники и цистерн уничтожено, и итого их цифра 5672 единицы. 2 специальные техники, итого 328 единиц. Вене видевицы, машовы. Дику дал Бугастан, алейкум ассалам. Друзья, я вас всех приветствую. Всем леди, Эд, все, Варидейбу на связи. Всех я вас, друзья, приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Россия в ожидании смерти», так как Россия сейчас находится в очень паническом состоянии и, по всей видимости, готовится очень серьезное контрнаступление, и оно, как говорят те, кто будет наступать, и западные их союзники, то есть украинцы и их союзники, говорят о том, что это будет такое наступление, которое потрясет, удивит весь мир. И, как говорится, ожидание смерти хуже самой смерти. И вот это состояние, в котором сейчас находится русская пропаганда, русские войска, я наблюдаю за пропагандой и вижу, что это возымело очень серьезный эффект. И вот эта поговорка «ожидание смерти хуже самой смерти», она говорит просто сама за себя. Сегодня мы видим, что воюющие русские не так им сама сегодняшняя битва важна, как та, которая ожидается. Возможно, украинцы и их западные союзники, то есть мы все, будут бомбить Москву, как я уже год об этом, скажем так, предполагаю. И, скорее всего, это будет все очень-очень серьезно. Очень все серьезно будет.
И просто не нарадуюсь, наблюдая за российской пропагандой. С чем я вас всех и поздравляю. Саид, Джимми, Зелут, Фрея и Южная степь. Всех витаю, всех приветствую, друзья. Дед, Юзер и Ризо, все, кто зашли, приветствую вас. Дела Машек Бати, Чалабинаш. Чобук, Джимми, Чобук, просто паники, страшная. Я дедукшн. Так что все отлично, да. Так. Также очень важно все важно. Ва алейкум ассалам, Хамзат. Да, амин, Фрея, амин. Аш буйшу, чобук, ичкерикант, чобук. Ну, аша мутва. Так. Пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Ва алейкум салам. Ичкерикант. Так, ну давайте, пока вы тут собираетесь, я немножко вам расскажу про новости. И одна из тоже важных новостей, друзья, если здесь есть ингуши это тоже касается непосредственно их и чеченцев. Я читал мемуары Абдурахмана Автарханова, и когда я выложил часть вот из его книги, небольшой фрагмент, где Берия приезжает в Грозный, и там они обсуждают борьбу с антисоветскими разными движениями, которые есть в Чечне и Ингушетии. Когда я это выложил, мне написали, что ничего подобного, что это какие-то устазы, святые чеченские, настучали на ингушей, из-за этого их выслали. Я не знаю, кто распространяет эти слухи, наверное, это ФСБ делает, может быть, это делают грузины, потому что руководили вот этим геноцидом чеченцев и ингушей именно грузины. Грузин Сталин, грузин Берия, грузин Гвишиани и много-много других фамилий, которые мы знаем и некоторые мы не знаем. Но факт, конечно же, это русские имперцы, которые ради Советской империи уничтожали вот неугодные, непослушные, как они говорили. И это хорошо, что мы непослушны, потому что покоряться силе – это удел слабых. Пытались уничтожить чеченские и ингушские народы. И вот что я отвечу на это, зачитаю, что пишет Абдурахман Автарханов. Распространяются слухи, это я от себя пишу, что якобы в депортации ингушей виноваты чеченские устазы, то есть святые учителя, это у нас устазы, а не Сталин с Берия и НКВД. Вот вам ответ. 1942 год. Берия прямо на этот раз честно заявил: «Я обращаюсь к чеченским и ингушским коммунистам в этом зале и через них ко всему чечено-ингушскому народу. Если в ближайшие недели в горах Чечено-Ингушетии не будет восстановлена советская власть, то весь чечено-ингушский народ навсегда будет изгнан с Кавказской земли». Многие думали, что это только угроза. Не может же марксистское государство вводить коллективную ответственность за действия меньшинства народа. От всей горной Чечено-Ингушетии, во всей горной Чечено-Ингушетии жило не более 25% от общего чечено-ингушского населения республики. Я, наоборот, был убежден, что это будет сделано даже и в том случае, если в горах завтра же восстановится советская власть. Мстительность Сталина была легендарна, а о коварстве Берия на Кавказе знали больше, чем в Москве. Он мог угрожать принять решение, которое на самом деле уже принято.
Он хотел его провести в жизнь в горной Чечено-Ингушетии руками самих чеченцев и ингушей. Абдурахман Авторханов, мемуары. Что я хочу сказать? Что кто бы что бы не распространял какие бы слухи, что в депортации ингушей виноваты чеченцы, а в депортации чеченцев виноваты там грузины или еще кто-либо, это все неправда. Виноваты, конечно же, непосредственно Сталин, Берия, Гвишани и другие товарищи, но и непосредственно кроме этих грузин были еще и русские и другие люди, которые приложили к этому руку. Также, конечно же, однозначно за геноцидом чеченцев и ингушей стоит Российская империя и ее мозговой центр на тот период, его карательный орган, НКВД, КГБ, сегодня это ФСБ, который продолжает бесславную, жестокую свою фашистскую деятельность на Кавказе. Поэтому вот как-то так, друзья. Так, на 15-рублевые к нам забежали. Приветствую всех 15-рублевых. Вам цена 15 рублей, товарищи. Хочу от всей души пожелать чеченскому народу свободы и независимости. Вы это заслужили, как никто другой. Спасибо, юзер, большое. Спасибо. Казахи с вами, братья чеченцы. Аллах, Казахстан, братья. Так, Аслан, например, с Юлей писали заявление на чеченцев. Да, писали заявление, это может быть правдой, Билал, конечно же. Были люди, которые работали на советскую власть, которые были агентами советской власти, были те, кто реально верил в это и защищал эту советскую власть. К ним у меня есть даже снисхождение, а вот стукачам, которые внедрялись, представлялись нашими, вроде бы не советскими, а реально потом стучали, вот к ним, конечно же, особо предвзятые у меня отношения. Заслуженные, я думаю. Так, Аслану алейкум салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дал хастан буху мокш мэшуш. Ва алейкум ассалам Хамза. Дерейс хуйлю. Машалла ногчі чує. Ва алейкум ассалам, Микола. Вітаю вас, вітаю, дружище. Так. С украинским флагом на обломках Кремля. Да, мула Фрея. Дай Бог, дай Бог. Так. Пусть зайдет украинское солнце. Амин. Амин, я Аллах. Амин. Мочи их в небе, на крыше, в бункерном сортире. Ну кто теперь террористы? Совершенно верно. Все возвращается, друзья. И слава Богу, что мы видим это своими глазами. Эх, сейчас бы Джахара, Шамиля Басаева бы сейчас живыми, да? Эх, а вот они бы посмеялись бы, поподкалывали бы их всех. Эх, да, вот Алтин. Но ничего, ничего. Чеченская земля не оскуднела, никогда не оскудневала на героев и достойных сынов, да, и дочерей. Салам Машал, Дугигаду Асланбек Машал. Титаник идет ко дну, никто не спасется. Да, Алмула, да, Алмула. Аслан, это просто причину они себе строили, чтобы выслать наших людей. Да, Фрея, совершенно верно, так и есть. Это причина, потому что на нашей земле не было немецкого солдата. Но почему-то нас обвинили в сотрудничестве с немецкими солдатами. Наши лидеры национально-освободительного движения в лице Хасана Исраилова, они обращались, как мы знаем, я это тоже выкладывал, с меморандумом к немцам, что они готовы поддержать немцев в случае, если немцы признают территориальную целостность и независимость всего Кавказа. Но немцы сказали, как и Бандери когда-то, который тоже надеялся, что вот приходит какая-то сила, которая свергнет коммунистов, Сталина и даст свободно жить там украинцам, кавказцам. Но получилось так, что немцы сказали, что нам не нужна ничья помощь из России, изнутри России. Мы сами дойдем до Индии. До Индии у них дойти не получилось.
И фактически и украинский народ, и чеченские, ингушские народы были обмануты в своих надеждах. И я думаю, есть, видимо, положение было критическое, и когда люди пытаются вести такую борьбу, когда ставится на кон все, видимо, они рассчитывали, что, питали надежды, они надеялись на это. Но нужно понимать, что Сталин и Гитлер это два сапога пара. Надо понимать, что это они начинали эту Вторую мировую войну совместно. Сталин помогал, потом вместе они захватывали Польшу и так далее, и так далее. И, конечно же, рассчитывать на их сострадание, человечность или же какие-то там порядочность не стоило. Но вот что было, это урок из истории, который нам с вами будет очень полезен. И Бандера, который пытался тоже что-то сделать в этом плане, и Хасан Исраилов, который пытался также, у них ничего не получилось. И мы должны сделать выводы и усвоить этот урок. Очень ценный и важный. Так, с украинским флагом на обломках Кремля. Так, Аслан. Так, где это? Уважаю людей с логическим мышлением и тех, у кого есть понятие причинно-следственной связи, которым обладает Аслан Арцуев. Спасибо, Ори Дебу. Ник у тебя мощнейший просто. Где вы их придумываете? Как вы их придумаете? Цумюжгин, Хизалухил, Баргабелгина, Дербелгина. Витаю, всех витаю. Асан, Хайшек, Дамавелла, Войнох, Чебош, Бон, Далму, Ласумхамха, Ядел, Дахак. Знаменосец будет ичкириец, Далмула. Джахар должен жить в каждом чеченце. Совершенно верно, Южная степь. И в каждом украинце. И Бандера, и Джахар. Крысеныша будут выкуривать Шойгой и с другими из бункера. Да, мула. Так. Елена Могер. Шалом свободным людям. Спасибо большое за ваши видео. Восхищаюсь вашими комментариями и острыми аналитическим умом. Спасибо, Елена. Шалом вам. Шалом. Так. Мне дед рассказывал, что звук зурны он унес с собой, когда высылали. На Высогорье, размахивая флагом, они устроили скачки 23 февраля, и когда вернулся в горы, пинками вышвырнул все семьи Сюли назад. Русские сдались в плен, и более миллиона воевали с Власовым под флагом триколора. Да, совершенно верно. Аслан, старожилы вспоминали пару немецких десантников, плененных в горах и сданных властями. Ну, разве что, Саид, вот эти пару человек были. Там, может быть, побольше были. Я слышал историю от ингушей, что сбрасывался десант в Ингушетию, в горах там Ингушетии. И их расстреляли до того, как они приземлились, потому что не знали, кто они, и на всякий случай расстреляли. Получилось вот так. Вот была такая история. Не знаю, насколько она достоверна, но я слышал, что вот как достоверную я ее слышал. Когда ставят на одну доску Гитлера и Сталина, то это тоже неверно. Сталин намного больше зверь. Да, оба зверя, но Сталин больше, я согласен. Когда будет парад победы, то даже Ленин сбежит с мавзолея. Ленина выкинут просто за его уже дряхлые эти гнилые ножки. Да. Вася Гильди, Аслан, салам алейкум тебе из Днепра. Витаю, шановні ночі. Ва алейкум аслам, Вася, витаю вас. Витаю. Так, давайте посмотрим. Так. Маша ночь. Так. Аслан, зачем нам надо тратить время на прошлое? Лучше нам идти вперед и не сдаваться. Все вечно. Конечно же, нужно идти вперед и не сдаваться. Я полностью с тобой согласен. Единственная одна проблема, с чем я с тобой не согласен, так что это тратить на прошлое. Человек, не знающий, или народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Кем-то очень мудрым когда-то это сказано. Поэтому для того, чтобы не совершать в будущем ошибок, мы должны изучать историю. И это очень сильно помогает. Очень сильно. И это очень важно.
Интересный доциком дица. Асану мухитон. Дик копейка. Но вот вы заходите сюда и начинаете вот с новыми никами, люди, которые никогда мне здесь не писали, заходите и говорите про этого агента российских спецслужб, который вам снова лжет. Ну или вы соучастники этой лжи и специально ее распространяете, или являетесь полезными товарищами, которых используют. Абсолютно наглая ложь, все, что изрыгает вот эта вся банда информационных террористов и провокаторов, поэтому это все туфта. Так, Штауфенберг хотел Индию. Да, этот как его, Жириновский тоже хотел Индию, что-то не дошел. Великий ночи, Аслан, я тебя уважаю. Спасибо, конечно, не великий, но спасибо. Так. 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 Джахар Мусаевич Дудаев предупреждал русских: не трогайте украинцев, а то они придут и спросят вас, как это прекрасно. Да, Варидебух, совершенно верно. Он говорил, что если украинцы начнут возвращать то, что они забрали, то живые будут завидовать мертвым. Не знаю, насколько это правда, вот то, что в интернете пишется об этом, но мне кажется, что именно так и будет. И вот это ожидание смерти, которое хуже самой смерти, и я просто удивляюсь, как все по нотам разыгрывается. Это невероятно, какие профессионалы действуют с нашей стороны. Я горжусь Залужным, горжусь НАТО, горжусь американцами, горжусь нашими бойцами, чеченцами и всеми бойцами, которые сейчас на фронте сражаются и теряют здоровье, гибнут. И показывают, строят, вершат историю, великую историю, которая войдет в учебники истории. Далмула. Это просто великолепно, друзья. Аса, я уже не помню, сколько лет на вас подписан. Вася, это еще лучше, потому что та характеристика, которую вы мне даете, она после стольких лет подписки очень дорогого стоит. Спасибо вам большое. Алейкум ассалам вежери. А так подписан, Вася, 4 года. Уже 4 года, как мы вещаем на канале вот Реалити, который запрещен в фашистской России, кстати говоря. Единственный канал, ну не единственный, есть еще другие каналы наши, но не эти, которые очень раскрученные, и вот эти, которые 15-рублевые. Так. Все под контролем, все будет Ичкерия. Курируем, подгоняем. Не могу рассказывать, но поверьте, это так. Да, Алмула. Елена, прошлое никогда не забывается нами. Без памяти прошлого нет будущего. Совершенно верно, Елена. Совершенно. Вопрос не в тему. Но хотел бы услышать ваше мнение на заячьи спектакли Тумсо. А сколько молодых ребят он мог заморочить своими лживыми патриотичными лозунгами? Совершенно верно. И вот эта тема, которую сейчас раскручивают, вот ко мне сейчас в ТикТок зашли 15-рублевые, и вот начали на эту тему мне закидывать информацию, чтобы мы начали обсуждать эту тему. Я еще раз говорю, друзья, конечно, все умные люди, все здравомыслящие люди прекрасно понимают, кто такой Тумсо Абдурахманов, что это стукач, который занимался прослушкой и так далее, и так далее. Я вам еще по этому поводу зачитаю очень хорошо, что вспомнили, да, иногда полезно упоминать этого агента, стукача российских спецслужб. Так вот, вот этот весь спектакль, который там миллионы и так далее, это все делается для того, чтобы привлечь
внимание, что вот большие цифры, что вот он заработал, там какая-то у него машина есть, еще что-то. Причем машина, как будто он первый раз за рулем этой машины он едет, поэтому видно, что это не его машина. Но, конечно, все, что изрыгает после того, как он делает вдох, это ложь. И вот таким образом наших людей пытаются ввести в заблуждение. И если бы мы не вели бы вот эту нашу деятельность, то вот эти люди бы продолжали бы обманывать наших людей. Но у них возникают проблемы. И сейчас то, что они делают, это еще больше они себя закапывают, еще больше они себя разоблачают. Но я полагаю, что вот это откровенное, вот это заячий спектакль, как вы верно написали, делается для того, чтобы для очень важного какого-то, важного, значимого какого-то действия это происходит. Видимо, на них возбуждено уголовное дело, и таким образом они пытаются от чего-то, другого объяснения я просто не нахожу, могу ошибаться, конечно же, но, по всей видимости, на них возбуждено уголовное дело, они находятся под следствием, и вот таким образом они пытаются сказать, что они обманывали не следствие, что на них готовилось покушение, да, чтобы получить здесь позитив, получить вид на жительство, там, политическое убежище, а скорее всего они не следствие хотели обмануть, и что на них готовилось покушение, а пытаются сказать, что они пытались обмануть Кадырова. Кадыров не настолько дурак, человек, владеющий миллиардами, имеющий очень много людей, и сам, хоть он и не очень образованный, но, скажем так, не клинический идиот. Точнее, не полный клинический идиот, как нам пытаются его выставить. Но очень интересно было наблюдать, как, например, Ибрагим Янгулбаев, который первый закинул информацию о том, что Тумсо Абдурахманов расстрелян, что они провели расследование. Кстати говоря, он и сейчас говорит, что они провели расследование, как и в прошлый раз, когда его расстреляли. И теперь говорит, что ему заплатили небольшую мзду, и за это он вот бросил такую информацию. Ну, с этими агентами, потомственными стукачами все ясно. Не ясно с Радио Свобода, с Deutsche Welle, не ясно с Кавказ Реалий, который на налоги немецких, американских налогоплательщиков распространяет непроверенную информацию. Это непрофессионально, это преступно, особенно если это касается вот таких вот агентов, которые ведут здесь подрывную, провокационную деятельность. Поэтому очень замечательно было. Сейчас я буквально зачитаю, почему мне тут говорят, мне тут скинули бумагу, ну, небольшой текст, вы, наверное, некоторые видели его, по поводу, где работал Тумсо и почему он является агентом российских спецслужб. Где работал Тумсо и чем занимались его организации в ГУП, Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь». Процитируем самого стукача. Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник, это наш брат-мусульманин, это русский парень, который принял ислам, и он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Я был его заместителем, у нас были нормальные отношения, а те люди, которые что-то распространяют, какие-то слухи, пусть приведут свои доказательства. И никаких проблем. Ну а Игорю Шмакову, если ты меня видишь, слышишь, тебе салам, брат. Сообщил нам Тумсо Абдурахманов. Это на мои еще 3 года я его разоблачаю. Многие уже поняли, конечно, кто он такой. Но есть и 15-рублевый, и есть просто клинические товарищи, которым бесполезно что-либо доказывать. Ну, поехали дальше. Как заявил агентству Интерфакс, доказательства. Глава в ГУП Чечен Электросвязь Алу Мачуев. Подключение телефона будет проводиться только после согласования с местным управлением ФСБ. Лицам, оказывающим услуги электросвязи, следует учесть, что согласно статье 64 Закона о связи, на них возлагается обязанность хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звука, видео или иных сообщений пользователей услугами связи в течение 3 лет с момента окончания осуществления таких действий.
Текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные сообщения пользователей услугами связи до 6 месяцев с момента окончания приема передачи, доставки или обработки. Операторы связи также обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию о пользователях услугами связи, об оказанных ими услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач в случаях, установленных федеральным законом. Всем операторам связи в России предъявляются требования согласования плана мероприятий по внедрению СОРМ. В противном случае их лицензия может быть аннулирована. СОРМ – система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. СОРМ-1 – система прослушивания телефонных переговоров, организованная в 1996 году. СОРМ-2 – система протоколирования обращений в сети интернет, разработанная рабочей группой представителей Госкомсвязи России, ФСБ России, ЦНИИ, связи и главсвязьнадзора и организована в 2000 году. СОРМ-3 обеспечивает сбор информации со всех видов связи и ее долговременное хранение. Из стенограммы встречи Рамзана Кадырова с блогерами 23 апреля 2013 года. Андрей Шмаков или Игорь Шмаков. Здравствуйте, меня зовут Игорь Шмаков. 7 декабря 2011 года я взял жену и полуторамесячного ребенка и уехал сюда жить из Москвы. Многие мои друзья мне говорили, что я с ума сошел. Когда я еще в 2006 году впервые приезжал сюда, думал, что не вернусь из Чечни, думал, что убьют или посадят в яму. Однако не удержался и приехал. Приехав сюда, я окончательно поразился. В итоге я здесь живу. Это нам говорит непосредственно начальник вот этого стукача, который переводил чеченские разговоры наших партизан. Все люди, которые считают, что вот этот Тумсо Абдурахманов и его вот эти товарищи являются какими-то нормальными чеченцами, что с ними можно какие-то иметь дела, так вот вы являетесь покрывателями тех людей, кто убивал наших воинов, наших партизан, которые прослушивали через вот этот ВГУП электросвязь, где работал чеченец во время активной фазы геноцида. Связь, как вы видели, вот я только что читал, это услуга, которой занимаются только лишь, контролируется и никогда по-другому не бывает, даже в других странах, спецслужбами. А во время геноцида туда чеченцы могут, или это должен быть там, я не знаю, супер проверенный человек, или же сам действует, потомственный, значит, кто-то из родственников, или он сам должен быть их сотрудником. В противном случае туда не берут. Понимаете? Вот, чтобы вы понимали. Все остальное туфта, про вот сейчас вот этот концерт, который они организовали, по поводу, что там они какие-то миллионы заработали, обманули какого-то Кадырова, что там и так далее, и так далее. Это все туфта, которая не стоит выведенного яйца. Это ложь и провокация. И еще одно очень момент интересный. Я вам, может, не буду давать прослушать. Сидят два деятеля. Вот эти два деятеля. Россиянина. Вот это Руслан Кутаев и Руслан Айсин. Эти два человека тут рассказывают, тоже начинается обсуждать эту тему, что вот там, как он мог, он продался за деньги там, и так далее, и так далее. Его родственники пострадали, говорит Руслан Кутаев. При этом я бы хотел бы напомнить Руслану Кутаеву, что его родственники не пострадали. А пострадали люди, которые ему донатили, которые его поддерживали, которые поверили его лжи. Пострадали в огромном количестве. И это наглое, вот это уведение, попытка выгородить Тумсо от других и сказать, что вот родственники пострадали. Тумсо родственники не пострадали. Мои родственники пострадали. Моих родственников пытали, возбуждали против них уголовное дело. И сейчас они находятся в заложниках. И чтобы не брать одних моих родственников, точнее, чтобы не было информации, что взяли только моих родственников, пустили информацию, что взяли родственников Тумсо.
Его родственников никто не трогал и не собирается трогать. Понимаете, это все спектакль, который разыгрывают эти актеры. Как они умеют играть, вы видели. Все прекрасно. Поэтому все, на этом эта тема закрывается. И больше мы этих... Его родственники, все ФСБшники, говорят, все вечно. Абсолютно допускают, да? Так. Ни одного из твоих родственников кадыровцы никогда не трогали. Кавказ, ты наглый лжец. Ты наглый лжец. Абсолютнейший лжец просто. Ангел смерти, Боже, вац. Ангел смерти, вац. Целую, славую. Ой, задряешь его. Так, ладно, пойдемте дальше. Давайте дальше, друзья. Они не агенты, они борцы за свободу Ичкерии. Да. Они сперва были борцы за халифат, потом резко стали борцами за Ичкерию. Так. Феникс. Янгулбаев тот же. Конечно, абсолютно. Абсолютно. Киртукас, витаю вас, всех приветствую. Люди постарше его раскусили, но молодежь, они могут поддаться на этих провокаторов. Да, Феникс, и поэтому вот я вынужден иногда говорить об этом, напоминать, потому что вот эта информационная тема, очень важна информационная деятельность, которую мы ведем. Также, как я уже обращался здесь, я уже и буду писать дальше, буду писать президиум правительства, буду писать нашим другим органам власти, для того, чтобы те люди, которые занимаются информационной деятельностью и являются инструментами фашистской России, им присваивался статус русагента, по аналогии иноагента, который присваивает Россия тем, кто работает или получает какие-то там финансирование из-за границы. Поэтому мы должны таких людей разоблачать, ставить жирную точку на них, и все. А так они будут лаять, да, лаять из-под забора. Ну, пусть лают. Так. Я знаю одно, этот Кадыров их всех вывел на чистую воду. Кадыров не вывел, мы их давно вывели. Мы их давно вывели. Так, друзья. Ашхимоли. Вторую мировую победил СССР, а сейчас они орут, мы русские сдаются в плен, и там философствуют на тему, кто виноват со своими братьями Золкин. Они русские, как всегда, за русских чертей в плену. Да, Марат, и еще Золкины и его вот этот товарищ, экзофашист, называет экзотикой. Чеченцев и кавказцев он называет экзотикой пленных. Представьте, какие красавцы, дело. Ну, фашня, да, фашня, самое настоящее дело. И когда я это написал, мне один пишет, как ты смеешь на украинского журналиста такое говорить? Там этот журналист там за убийство сидел, там недоказанно выпустили, еще что-то. И он стал журналистом только когда его сейчас вот началась вот широкомасштабная война, и его кто-то назначил на эту должность. И прикрывается вот этим сегодня таким гордым именем украинский журналист. Позорище просто. Ну ладно, пойдемте дальше. Так. В конце концов все придут к выводу, что Кадыров во многом прав.
Я тебе скажу, что Кадыров, конечно же, не во многом прав, но в некоторых вещах, конечно же, можно согласиться, когда он вот этих старых КГБшников разоблачает и их гоняет как коз Сидоровых. Вот с этим можно согласиться. А вот эти старые КГБшники сейчас пытаются ему ответить этим, но при помощи нас, простого чеченского народа. Но мы не позволим себя вот так обманывать и с собой юлить и крутить, да, мула. Так. Дуардат, Дуэлвурдат, Дихдиедат. Это меч в руке чеченских воинов, который виднеется из-под земли. Как думаете, мы сможем забыть это символ свободы? Нет, конечно, не забудем, не простим. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Петруль. Аслан, для того, чтобы не допустить в правительстве Ичкерии агентов, КГБ необходимо проходить полиграф. Совершенно верно, уважаемый спецагент по Кавказу Эд. Абсолютно с вами согласен. А другая проблема, что почему-то все от этого воротят нос. Я не знаю почему. Почему, я не могу понять. Есть, конечно, подозрения, но я не могу, конечно, сейчас пока сказать. Я говорю, Вольф, а друг говорит Асланбек, что не буду ставить подпись. Я ему сказал, что подпись не нужна, необходимо присутствие волка. Мы с нотариусом посмеялись сильно. Так. Кадырова нет варианта, поэтому сейчас он будет стараться многих подкупить. Ну, на самом деле все вечно. Кадыров, конечно же, он будет пытаться сохранить свою власть, это человек Путина, как мы знаем, и так далее, но кого он мог, они уже подкупили. Ну, конечно, есть еще, которые не досталось, и они ожидают в очереди, что Кадыров кинет им косточку какую-нибудь, чтобы сохранить свою власть. Будет, наверное, делать это? Вполне возможно. Посмотрим. Посмотрим. Агенты КГБ учатся его обманывать полиграф. Не совсем, Вася Гильдеев. Конечно, и можно попробовать обманывать и так далее, но сейчас и технологии мощные, и все равно видно. Да, нельзя, иногда можно запутать, но нельзя сказать, что вот 100% человек говорил правду, если он лгал. Да, он может запутать, можно нарушить вот это, сделать сбой, но при всем при этом сказать, что солгавший человек сказал 100% правду, вот что вот детектор показал, этого исключено. Поэтому это дополнительно, конечно же, это не стопроцентное доказательство, но вот наш уважаемый друг Эд Мамедов рассказывает, что неоднократно он рассказывал, я и от других людей слышал, и что в государственных органах, полицейских, ФБР, в ЦРУ, где угодно проводятся вот эти детекторы. И самое интересное, что не только проводят того, кто там работает, проводят даже членов их совершеннолетних, членов их семей. Пропускают в год даже не один, а несколько раз бывает пропускают. И он знает, о чем говорит, поверьте мне. Так. Del Barca, Boйло, Эмин, Дишни, Эмин. Ва алейкум ассалам. Кадыров боится развала России, поэтому будет подкупать людей, чтобы его не скинули с власти.
не только Кадыров боится, и Кутаев боится, и, как я полагаю, Закаев боится, и все другие боятся. И они собираются с Чеченской Республики, в частности, сделать такую Палестину. Мы этому противимся и не будем соглашаться на это. Так, и у них ничего не получится, это 100%. Вася, тут я думаю, так. Уверяю вас, все, кто как-то связан с Путиным, будут убирать, и Кадыров это знает. Он по факту живой труп. Единственное, что удивляет, что он не пытается спасти своих детей, а делает их подельниками. Ну, мы не знаем, пытается он спасти их или нет. У него их много, а старших он, ну, как бы, нужны надежные люди, кому можно доверять. Тем более старший сын, я полагаю, у него сейчас находится в Москве в качестве аманата, как принято это говорить у русских или у кого-то, в качестве заложника. Ну и нужен человек просто передать информацию. Должен быть свой надежный человек. А кто, кроме сына, может быть надежный? Ну, может, конечно, быть, но сын тоже надежный. Асна, как вы думаете, Алексей Арестович имеет связи с ФСБ? Южная степь. Я об этом уже говорил. Я полагаю, что да. Это мое мнение. И я считаю, что этот человек играет на два фронта. Вот я так полагаю. Могу ошибаться. Но я редко ошибаюсь, если честно, в этих вещах. Я ему, журналистам, писал, почему они так же прямо, как не русским, не задают вопрос, зачем ты пришел на мою землю с русским. Они таких прямых бесед не ведут, что-нибудь спросят, удивляются, негодуют. Марат, я их не смотрел, если честно, так подробно, вот этих двух этих экзофашистов, которые общаются с пленными орками. Но я полагаю, ты прав, то, что ты говоришь, потому что вот я так мельком смотрел и не часто, ну, несколько раз смотрел. Поэтому мы это очень хорошо замечаем. Это вот, мы должны это замечать. Джахар говорил про русизм, это его определение. К тем, кто никакой веры, морали, это люди, у которых нет ничего, что связывается с человеком. Это так называемая нация под вопросом. Русизм — это империализм, это особая форма фашизма. Со времен Орды заложники дети. Ну вот это ордынцы. Так. Он там, баллонка на привязи, его сын. Да, конечно, Арестович был замечен в сборище от Дугина задолго до войны. Да. У вас сверхчувствительность к лжи. Вы тоже полиграф. Собеседование проведете, никто не пройдет. Мадин, у меня, знаете, нехорошо, конечно, о себе говорить, но я, например, первое, что делаю, я верю человеку. До тех пор, пока я его не поймаю на лжи, на несостыковках, на лжи и так далее. Все, после этого у меня включается полный детектор к нему. До тех пор, пока не поймаю, я верю любой просто вещи, которые он мне может рассказать. Но я с этим борюсь, я уже справляюсь с ним. Уже научили меня. Аслан, детектор проходит раз в 5 лет. Это если вы работаете на ФБР, ЦРУ, военная разведка. Госдеп не требует полиграфа. Если есть подозрение в тебе, полиграф в любое время. Члены семьи не думаю. СЦ, ну вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь именно, что может где-то в каких-то отделах еще как-то, может, проходят раз в 5 лет. Ну, например, если работаешь в ЦРУ и работаешь на внешнюю разведку, то в этом случае может быть и в год в 2 раза пройти, и в 3 раза, в зависимости от разных там обстоятельств. Также проходят члены семьи. Об этом вот нам пишет наш уважаемый Эд. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Так,
Саха уйцер дубов чули она шнырь хоча. А со шнырь тошон. Поэтому, чтобы просто не было этих. В прошлый раз зашел, такой наглый мне тут поугрожал и скрылся. И опять зашел. Ну, поэтому не нужно нам здесь шнырей даться. Так. А Кадыров знает, что тебя не подкупить, Асан. Поэтому, думаю, тебе нужно охрану взять у властей или оружие. Кадыров 0, друзья. Вот когда мы говорим Кадыров, давайте говорить ФСБ, давайте говорить ГРУ, давайте говорить российские спецслужбы. Кадыров 0, Кадыров инструмент, такой же как Тумсо. И они заодно с этим Кадыровым, да, они просто там власть хотят поделить. И все, ни больше, ни меньше. Поэтому, да, они знают, что они пробовали меня подкупить и все такое. Это бесполезно, они это теперь уже, наверное, усвоили. И, конечно же, у меня есть и охрана есть, и все необходимое есть, и все имеется. Не волнуйтесь, все отлично. Так. Сагергал стагмова. А лучше не говори вообще, Гергал дуй. Понимаешь, если вы ждала Гергал. Лучше не говори, потому что здесь они всех фиксируют, и потом начнут тебя проверять, смотреть, что у тебя там за канал, где ты там ставишь комментарии, лайки и так далее. Лучше никакой информации о себе. Друзья, еще раз, у меня под каждым видео в YouTube написано, не сообщать никакой информации. Я ее сейчас вам еще раз зачитаю. Убедительная просьба к жителям временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Будьте внимательны к безопасности. Не раскрывайте в комментариях личную информацию. Также запрещены оскорбления и мат. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Поэтому, люди, пожалуйста, я вас очень прошу. Кстати говоря, я вернулся в Telegram. Я не буду там пока активно проявлять, буду просто наблюдать, следить, потому что там очень много. Мой канал фашистской России, вот этот YouTube канал запрещен, поэтому я пока пользуюсь и ТикТоком в том числе. Другой мой канал, который Ичкерия Центр, вы на него очень неактивно подписываетесь, поэтому пока у меня остается в таком виде, в каком есть. ТикТок пока в России существует, поэтому ухожу в него. Также пользуюсь, сейчас опять вошел, у меня там был мой аккаунт в Telegram. Зашел снова в Telegram, буду тут ходить по всем разным этим группам, подсматривать, что там, кто там и так далее, чтобы не терять связь с Родиной. Но запомните, ФСБшная программа. Не пишите там ничего. Все, что вы там пишете, все остается на серверах у ФСБ. И это все ложь, что он такой безопасный и так далее. Это большая ложь, которую придумали, чтобы нас всех туда загнать. Точнее, вас всех загнать. И я туда зашел для того, чтобы просто не терять связь. Так. Информация Юйцер, Дерьяцер, а просто Гергалу Айлардоцик. Молодец, Эдван. Чё 15-рублевые? Чего вам здесь надо? Давайте, дуйте отсюда 15. Хотя вы можете писать комментарии, потому что это помогает привлекать внимание к каналу. Масайна хуль дерез лишнее. Так. Думаю, что детектор лжи тоже надеется, что клиент будет говорить правду, но, к сожалению, не все клиенты правдивы. Питер, конечно, я не согласен с его отношением, но мне он, кажется, искренне вызывает симпатию. Понятно. Вот почему запрещен. Я без мата общаться не умею. У тебя написано не Катя Чеченко. Какая чеченка может использовать мат? Какая чеченка вообще умеет общаться матом? Ладно, еще мужчины у нас умеют, но девушки это вообще непристойно дело. Ассаламу алейкум, Машу, ва алейкум, бамут, Маш.
Так. Так, где он? Давайте я вам покажу видео, раз у нас тема сегодняшняя касается. Правда, вы Австрия, сын Кавказбош, Джеки Чанин, Люш Магомед Австрия, кто он такой? Саде Калош. Это такой же провокатор, засланец, который гнал на меня очень долго, я его игнорил, продолжаю игнорить. Потом он начал уходить на моих друзей, на моих знакомых, пытался с ними подмазываться, подлизнуться. И мы, короче, полностью игнор его оставили, не дали ему никакой возможности выйти на нас. И вот и укис, да. Ва алейкум ассалам, Дудаев Саид, Машуэль. Ну, как обычно, подхлопный, у всех такая манера общения. Так, друзья, давайте я вам сейчас покажу это видео, но увидят только те, которые нас смотрят в YouTube. Так, давайте. Это какая будет бомбардировка? Какая будет бомбардировка российских танков? Альхамдулиллах, дойла по Пудине. Давайте я вам тоже попробую показать. Так, разведу. Как сейчас развернуть камеру? Получается. Ну, да. А лишь муя сюда камера. Я не умею. Короче, не получается у меня, друзья, поэтому вы будете только слушать музыку, а я буду смотреть вместе с моими ютубовскими зрителями и друзьями и подписчиками. Короче, едет много российских танков и летят много наших самолетов. Буду комментировать вам. И запускаются сейчас много-много ракет, ну, бомб. Умные управляемые ракеты запущены по танкам. Танков очень много. Дал бухастам, дал бухастам.
Машаллах, машаллах. Российские танки уничтожаются в огромном количестве. Все горит. Это компьютерная такая инсталляция военного сражения, которое скоро мы увидим в реальном времени, друзья. Слава Украине, слава НАТО. Все будет Ичкерия. Наши самолеты, я полагаю, это наши. Все, закончилось. Ну ладно. Хорошего понемножку. Так что подписывайтесь на YouTube канал, и у вас тоже будет возможность смотреть наши видео. Так. Также, кстати, тоже новость, которую я хотел бы сказать и зачитать свое обращение, которое я еще 13 марта записал, когда написал, когда Владимиру Карамурзе прокурор запросил 25 лет тюрьмы. Все 25 лет, как прокурор запросил, я ожидал, что хотя бы полгода он снимет. Прокуроры дадут 24,5, так, издевкой обычно судьи поступают, но сколько прокурор запросил, столько судья и дал. Владимир Карамурза приговорен к 25 годам лишения свободы. Хоть и Владимир Карамурза никогда, я лично не слышал, чтобы говорил за чеченцев, которым давали 25 лет пожизненное, убивали чеченцев массово, я посчитал нужным все равно сделать это обращение от своей организации, от своего лица, от своего имени по поводу вот той несправедливости. Потому что пускай им будет стыдно, по крайней мере. Пускай сейчас, когда вот человек получает 25 лет, хотя я надеюсь, что он столько не просидит там, так как Россия столько не протянет, максимум 5 лет он там просидит, чтобы вот было ясно. И его, да, кстати, могут и обменять. Ну, давайте, граждане мира, просыпайтесь. Режим несостоявшегося государства под управлением Путина продолжает жестоко уничтожать своих критиков и оппонентов. На этот раз его жертвой стал известный политический активист Владимир Карамурза, который был арестован и ему грозит до 25 лет тюремного заключения за критику Путина и русской армии, за их агрессивные действия против Украины. Мы, Human Rights Center Ичкерия, встаем на сторону Владимира Карамурзы и призываем всех граждан свободного и демократического мира присоединиться к нам в требовании немедленного его освобождения и прекращения политических преследований против него и других диссидентов так называемой РФ. Требуем от мирового сообщества проведения суда, основанного на международном праве, включая международные стандарты в области прав человека и международное гуманитарное право над КГБ СССР, ФСБ, так называемой РФ, и их последователями в бывшем СССР. Это не может продолжаться. Аслан Арцуев, председатель HRCI, 14 марта 2023 года. Вот такая вот тоже новость вам, друзья. Так, что у нас еще? Ну, давайте почитаем ваши комментарии. Аслан, твои реплики безупречны. Дуже дякую, как говорится. Так, призываю всех ночи. Основная задача это сохраниться и не подвергать себе опасности. И приложить все усилия образовывать своих детей. На сегодня все будущее и развитие Ичкерии на их плечах. Спасибо, Эд. Совершенно верно. Абсолютно с тобой согласен. Спасибо за поддержку и за верные слова, которые, как обычно, ты всегда правильно находишь.
Так, так, так. Да, Анастасия, кадры прекраснейшие. На реальность не похожи. Нет, это не реальность. Это компьютерная графика. Это как будет все это происходить. Это просто мы им рассказываем, наша сторона им рассказывает, что с ними будет. И поэтому я еще раз настоятельно рекомендую им сдаваться в плен. Как можно быстрее. Бегом просто. А еще лучше своих командиров поднимать на штыки и нести их через линию фронта и сдавать их украинцам. Да, Алмова, леди. Взрослый человек мультики смотрит и радуется, как ребенок. Рулет Кинг, ты к нам зашел, ну какой ты, да? Иди поиграй лучше, король рулетки. Иди, у тебя болезнь, поиграй. Карамурза автор санкционных списков. Что он ожидал от возвращения в Москву? Ну да, видимо, подумал, что вот нужно что-то сделать. Я не знаю. Не знаю, почему эти люди себя так ведут. Навальному 9 или 10 дали. Но Навальный это проект ФСБ. В этом нет ни малейшего сомнения. У меня лично. Навального давно надо было посадить, чтобы он проникся проблемами других наций, кроме русских. Он и грузин уже попросил извинения за свой базар, в которых он их обзывал. Что-то он за геноцид чеченцев его страной и за его ролик, что нужно беспределивцев убивать, нужно оружие для этого, пока он не извинился. Я не знаю, насколько нужно быть фашистом, насколько русские ненавидят чеченцев. Они совершили над нами геноцид, но они извиняются перед Саакашвили, перед кем угодно, а вот перед нами они не извиняются. А потом они еще думают, что мы должны к ним с распростертыми объятиями, что мы должны к ним хорошо относиться. Да, мы относимся хорошо к отдельным людям, но в целом мы видим вот это все. Болото вот этих всех фашистов и преступников или соучастников, в том числе молчаливых соучастников вот этого геноцида и нашей трагедии. Ну, конечно, здесь, правда, вот 15-рублевые у нас, за 15 рублей готовы и калинку сплясать. Наверное, поэтому они к нам так относятся, да? Ну ладно, 15-рублевые тоже ваше время еще придет, Дион. Будете еще плясать, Дион. Так, соук куча смотрящий Кавказ. Где таю твой? Все. Смотрящий, Озгойтер Дон у вас. Так, рулетик. Рулетик, ты тоже ушел, Дион, в небытие. С такой международной поддержкой, как у Карамурзы на Западе, у него есть шансы выйти. Он будет героем и мучеником для них. Наши же сажали, убивали без всякого сочувствия в мире. Да, совершенно верно. И продолжает это делать. Продолжает. Они переобуются, Аслан, это у них в жилах. Да, Хаммер, совершенно верно. Переобуются только так. Но мы-то все знаем, Дион. Мы-то все знаем. А так пусть переобуваются и там занимаются тем же обслуживанием. Как они сейчас русских обслуживают, так же будут обслуживать нас. Ну что,
Кто-то же должен обслуживать. И вот они занимаются обслугой. Ну, чеченцы иногда опускают, русские заставляют кричать «Ахмат сила». А почему это опускают? Наоборот, это же круто, если они кричат «Ахмат сила». Они же хотели этого, ну и пускай кричат. Так. Шулер, я уже сказал у себя в стриме, в ютубе, вот здесь, кстати, наверное, полчаса назад можете перелистать, посмотреть, заодно другие интересные вещи, может, услышите, полезные для себя, может, что-нибудь подчеркнете. Итак, смотрите, репрессии против своих России уже начались. Неиссякаемые криминальные возможности Путина и Патрушева, бездонное их вероломство, безграничная их подлость, даже по отношению к отборнейшим подлецам, на которых строится их власть. Вот что я могу сказать про этих террорюк. Кстати говоря, в Белгороде фаер-шоу, неравнодушные люди передали благодатный огонь. Горит электровышка, уничтожена нашими дронами. Ну, конечно же, мы на себя не берем эту ответственность. Кстати, вчера была Пасха, друзья. Всех, кто празднует, кто отмечает, всех христиан поздравляю. И желаю вам счастливой, светлой Пасхи, друзья. Вчера у меня был стрим на чеченском языке, поэтому я вас не поздравлял. Хотя я везде выкладывал об этом у себя. И в Фейсбуке, и везде. Пожалуйста, пожалуйста. Грузинские ники пока читать не научился. Так. Так. Ассаламу алейкум, ассаляму алейкум, ассалам, Усман. Ты опоздал, Дион. Как ты мог, Усман? Да. Сергей Комаренко, это вы мне, что ли? Это я кого-то предал русских? Это ты мне, что ли? Как я могу предать русских? Наоборот, тот, кто за русских предал чеченцев. Чеченец и русские, вы же сами знаете. Мы как небо и земля. Как два разных магнитных поля. Мы абсолютные противоположности. Среди вас есть нормальные люди, а среди нас есть похожие на вас люди тоже. Но мы разные. Поэтому нет, ни в коем случае. Вот это я не принимаю. Любое обвинение я готов принять. Любое. Против меня возбуждены уголовные дела, я знаю, ведется следствие, конспектируется каждое мое слово. И я уже себе на несколько 25-летних сроков наговорил, но я вам вашего срока, который я не признаю нафиг просто. Но при всем при этом предательство я признать не могу ни в коем разе. Это самое последнее, что есть в мужчине, вообще в человеке, и в женщине, и в мужчине. Этого я это не признаю. Аслан, мы восхищаемся твоим благородством, как и подобает настоящим чеченцам, мы даже своим врагам и недругам относимся с уважением. Но справедливо это стоит уважения, что не дано понять русистам. Да, нам нужно различать. Есть русисты, а есть этнические русские, а есть политические русские, это русисты. Вот к ним мы относимся плохо. К большому сожалению, политических русских подавляющее большинство, подавляющее просто. Аслан, там замыкание. Да, Асланбек, там короткое замыкание. Наши дроны ни при чем, Леон. Арцую красавчик, ты настоящий воин свой народ. Дуже дякую, аферист Шулер. Классный ник, Леон.
Присоединяюсь к поздравлениям. Так, за Ичкерию не говорят, потому что власти рвутся, и им эти разговоры припомнить и помешают в будущем, так как русские почти все ненавидят чеченцев. Да, Адам, именно так. Аслан, слушаю вас и соглашаюсь со всеми аспектами, оглашаемыми вами относительно будущего развития и становления чеченской государства. Но общество, которое натерпело за последние 20 лет оккупации, Марс атакует, продолжай, Марс атакует, было интересно, да? Да, потом пересмотрю. Мы договорились, Осман. Ловлю на слове. Ловлю на слове. Так. Добрый вечер, Хамид. Добрый. Получает значок дарителя. Спасибо, человек с грузинским ником. Спасибо за подарок. В Рашку уже даже из Средней Азии не хотят приезжать. Никакая выгода не вынудит. В том-то и дело, что сейчас из Рашки едут в Среднюю Азию. Вот в чем очень интересный момент. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Не знаю насчет Узбекистана, но Киргизстан, Казахстан уже валят все. Им квартиры не сдают. Ну, сдают, конечно, в отличие от нас, да. От них мы немного другие. Блин, надо было официально поздравить украинцев с Пасхой. Так, я поздравил, и только что поздравил, и вчера у себя на Фейсбуке поздравлял. Я не пропускаю праздники, да, и меня всегда поздравляют с нашими праздниками. Так, Аса Машуэль, Талеме, Машал Хуэль, Нохчала Машуэль. Злобу, которую это общество затаило на ставленников и прочих гибня выродков, удастся ли удержать эту силу в рамках правовых норм? Ведь пострадавших огромное количество, не случится ли что-то... Я понимаю, Марса, такой, о чем ты говоришь, это большая проблема, это вполне может произойти, но это зависит от нашей зрелости, от нашей грамотности. Мы должны именно создать гражданское общество с хорошими, твердыми, устоявшимися институтами гражданского общества. Это правозащитники, это журналисты, это другие представители, которые у нас являются политические, общественные деятели, которые у нас собираются. И мы должны собраться. У нас есть еще время, может 3 года, может 5 лет у нас есть. Может быть, еще быстрее это произойдет. Но мы должны быть готовы. И, конечно же, мы должны избежать. Нам ни в коем случае сейчас, во время исторически важного процесса, момента, нас будут провоцировать. Нас уже провоцируют. Уже готовится, что вот сейчас будет устраиваться резня против кадыровцев. Кадыровцы там заплатят, там, Кадыров, Мудыров, там, и может там просто попадет на скамью подсудимых. А других будут вырезать просто. Просто вырезать будут. Поэтому мы должны этот момент попробовать избежать. Наверное, без эксцессов не обойдется. Всех мы остановить не сможем, но мы должны понимать, что будут нас провоцировать. Мы не должны поддаваться на провокацию. Все должно быть в рамках закона, международного права, в соответствии с гуманитарным, со стандартами прав человека, как положено. Вот так мы это должны сделать. Обязательно. Весь мир будет смотреть, как мы себя будем вести. И мы должны себя вести соответственно. Но это не значит, что мы должны там кому-то что-то прощать, там кого-то упускать. Ни в коем случае. Каждый, совершивший преступление против чеченского народа и государства, должен будет понести ответственность. Но в рамках закона. Вот обязательно. Да, мула. У меня вот такой вопрос. А можно ли считать чеченцев, как и дагестанцев, виновными в этой войне? Николас, можно считать отдельных представителей чеченцев и дагестанцев виновными, соучастниками, скажем так. Виновный ФСБ, виновная Россия, имперская Россия, те чеченцы, которые служили там за деньги, там, за идею, какая может быть, правда, идея у них. Но да, можно, определенных чеченцев можно считать виновными, если ты имеешь в виду в русско-чеченской войне, а не украинскую. Украинская мы не имеем никакого отношения. Тем более мы чеченцы. Украина сама признала, Рада признала нас оккупированной территорией, и что над нами совершен геноцид. Все. Государство, народ, над которым только что совершен геноцид, оккупировано, а затем аннексировано
фашистской России, оно не может, мы заложники. Все наши родственники, все чеченцы, и не только чеченцы, все наши граждане, находящиеся в Чеченской Республике, они заложники. Они заложники, к большому сожалению. Они находятся в тяжелейшем положении. Так. Да, Аллах, все будет лучше, чем мы предполагаем. Да, Аллах, Марс атакует. Но главное, не дайте нас обмануть, друзья. Не дайте нас обмануть. Обязательно, нас пытаются обмануть. Нас сейчас хотят очень нехорошую историю вписать. Просто, если меня не станет резко, это не значит, что мы должны дать себя обмануть. Мы должны все это запомнить и продолжать. Каждый день. Гражданское общество существует для того, чтобы вот это общество защищало свои права, представители этого общества. Поэтому мы должны сформироваться, мы должны мобилизоваться для этого. И обязательно это должно произойти. Мы должны на 5 шагов вперед предугадывать каждый шаг и не давать себя обмануть, чтобы нас куда-нибудь не завели. Обязательно это нужно делать, друзья. Поэтому не стесняйтесь, кто находится в Европе, создавайте блоги, говорите, создавайте, даже если вы не можете показывать лиц, выкладывайте видео, создавайте с моего канала видео, обрезайте, со ссылкой на мой канал обязательно. Я позволяю это желательно распространять информацию. Продолжайте работать, друзья. Это очень важно. Информационная борьба очень-очень важна. Это самый большой залог успеха. Если мы проиграем информационно, мы проиграем любую войну. Если мы не выиграем информационно, на поле боя победа не будет значить ровным счетом, мало что будет значить. Сейчас мы побеждаем. Побеждает Украина и Запад, мы как бы вместе с ними. А как сами мы проиграли подчистую информационную войну. Вот нужно это признать. Нужно признать и начать бороться, начать восстанавливать. Хотим мы этого, трудно это, не трудно, не хотим это, не имеет значения. Нужно, без этого никак. Нужно бороться, нужно продолжать, друзья. Да, я знаю, что проиграю, усиленно двигаюсь вперед, теряю все. И уже он песню Высоцкого запел, что идет охота на... И тут он получает мат от меня, весь офис животы держат. Аслан, да, ларвой гатун, мы до конца не осознаем твою цену, так как ты для нас бесценный. Баркал научила. Ничего страшного. Все будет Ичкерия. Аслан, так. Николас, чеченский народ ни в коем случае не виновен в этих войнах. Русская нация еще не сформировалась. Они просто рабы и делают все, что им хозяин скажет. Убивают, даже не понимают, почему. Грабят, и очень жалко, что кто-то поддался на их серебряники не русские. Да, большому сожалению это. Но мы с тобой еще поедим шашлыки на горе Нашха. Я тебе обещаю это. Да, Аль-Му'ла. Амин, Варидебук, да, Джалас Маалар. Кадыровцы могут перейти на сторону Ичкерии. Если они не совершали убийство чеченцев и на них нету крови чеченцев, то каждый чеченец просто не будет занимать никакую должность. Это закон люстрации должен быть принят, и все, и вот так будет развиваться. Так, давайте посмотрим, что у нас пишут в ТикТок. Аслан, привет. Привет, Максим. Да, Мула война. А ты работать не пробовал? Конечно. А ты думаешь, чем я сейчас занят? Ты думаешь, я не работаю? Просто за это не платят. Здравствуйте, примите на эфир. Здравствуйте. А зачем? С какой целью? Привет, Black Crusher. Родственница в Москве квартиру уже несколько месяцев не может сдать. Вот вам и только славянам. Да?
Ну, значит, все. Раньше в Москве просто квартиру, как яблоко упасть нельзя было. Да? Сразу расхватывали, как горячие пирожки. А знаете, как я снимал квартиру? Ты приходишь снимать квартиру, ты звонишь, ну, говоришь нормально на русском языке, там у тебя прописка, сразу ты представляешься, прописка есть, работа есть, там это есть, то есть, там говоришь грамотно на русском языке, ну и вроде бы там, ну приходите тебе, риэлтор говорит. Приходишь, и вот у меня несколько раз такое было. Тебя оставляют внизу ждать, а с русскими, ну они вперед на 5, на 10 минут, на полчаса вперед, русские приходят смотреть квартиру. Тебе говорят, ждите внизу, сейчас к подъезду подойду. А риэлтор поднялась уже и там показывает русским квартиру. И выходят русские, если не согласны, то они выходят и потом тебя заводят и тебе показывают эту квартиру. Если же русские согласны, то риэлтор выходит или звонит тебе, говорит, извините, квартира уже сдана, там все, извините. Ну, короче говоря, они не сладко, они не отделывались, эти риэлторы, от меня легко, я вам скажу. Это было просто что-то с чем-то. Очередной раз я тоже пришел на квартиру, тоже снять, и сидит парень с девушкой, русские. И, ну, вот они уже там посмотрели, им понравилось. И я тут зашел, и там бабушка сдает квартиру. И она говорит, а вы кто? Я не знаю, почему это так сложилось. Может, это была какая-то спецоперация ФСБ, но я говорю, я чеченец. Вы откуда? Я говорю, я с Грозного, я чеченец. Она говорит, я сдам только ему. С теми уже договорились, уже все у нее договор. Я говорю, как это только ему, короче? Ничего подобного, мы же уже с вами договорились, те уже возмущаются. А я как запасной вариант риэлтор меня привел. И уже я готов сейчас риэлтору набить рожу. Но в итоге вот эта бабушка говорит, я сдам вот чеченцу. Я знаю очень хорошо чеченцев, я хочу сдать только ему. И вот сдала мне эту квартиру. Вот так вот бывало, да? А один раз тоже был очень смешной случай. Я пришел, передо мной была тоже русские были, зашли, и они не понравилась квартира, ушли. И я думаю, дай-ка я зайду, посмотрю. Зашел, а там написано русским, только славянам, только русским, там, кавказцам не сдаю. Ну, я одет, костюм, галстук, там, я еду на работу, как положено. И она так на меня посмотрела, хозяйка говорит, ну, ладно, я вам сдам. Я говорю, как же вы мне сдадите? А мне не понравилась квартира. А как это, короче, вы мне сдадите? Вы же русским только сдаете, я же не русский. Нет, ну вы же другой не русский. Я говорю, до свидания. Так. К сожалению, в Грузии навалом. Да, к вам сейчас приехали русские, очень много. Ну, держитесь, друзья, делать нечего. На самом деле, нужно отнестись с пониманием к этим русским. На самом деле, мы должны понимать, да, там есть имперцы, просто не хотят воевать, там все такое. Но мы должны понимать, что если они попадут на фронт, это и он может погибнуть, и он может кого-то убить. Поэтому лучше, пускай он как бы не было, это помощь такая Украине у нас. Да, есть угрозы агентуры, есть все это имеется в виду, но нужно следить за ними. Глаз да глаз. Но мы гуманные люди, мы цивилизованные люди, поэтому мы должны относиться не как они к нам, а должны относиться по-человечески. Первый раз тебя слышу и наслаждаюсь твоим ходом мысли. Андрей, здравствуйте. Я через день бываю. Понедельник, пятница на русском, среда, воскресенье на чеченском. Ну и так иногда захожу, да. Правда, что Закаева хотят поставить президента Ичкерии Россия? Ну, вероятно, это они что-то там пробуют, но у них ничего не получится, я вас уверяю. Ичкерии точно нет. Там Горская республика какая-нибудь, еще какая-нибудь там. Ну, точно не Ичкерия. У Ичкерии есть свои хозяева.
Все хотят, чтобы чеченцы отказались от мести. Это выдает вас всех. Странник это мне пишет. Странник, это тебя выдает. Ты провокатор, я могу сказать. Я никогда не сказал, что нужно отказаться от мести. И в отличие от тебя, я именно из-за того, чтобы получить сатисфакцию за убитых 300 тысяч наших граждан, сижу вот в этом месте и сделаю то, что я делаю. Несмотря на то, что происходит вокруг меня и в отношении многих моих родственников. Ты самый настоящий провокатор и лжец. И вы будете вот так нам рассказывать, что вы не хотите, чтобы мы наказали их, вы хотите, чтобы они ушли от ответственности, мы должны им резать головы, мы должны их наказывать. Это провокация, я сейчас это заявляю. Это потом будет усиливаться, вот этот твой нарратив, он будет усиливаться. Я призываю доказывать соответствие с законом, соответствие с международным правом и чеченским законодательством. Только так и никак иначе. А остальное все это будет провокация. Чтобы была доказательная база по решению суда были. Любые наказания, любые. От малого, от штрафа до самого сурового. И если у нас есть высшая мера, то и высшая мера. Вот что я говорю. Так что ты мне давай здесь не рассказывай сказки. Вы заходите и переиначиваете, да, все, что я говорю. Вы хотите это сделать. Я знаю, что вы хотите. А мы вам это не позволим. Чтобы вы сами-то этого не сделаете. Вы хотите это сделать, чтобы это сделал за вас чеченский народ. Понимаете? Злой, разозленный, рассерженный на вот этих всех террористов и убийц, которые служат России. Кадыровых, Мудыровых и так далее. Но враг чеченского народа не одна банда кадыровцев. ФСБшная банда кадыровцев. Там есть банда ГРУ, там есть банда ФСБ, другие банды, которые тоже заслуживают такого же наказания, как заслуживают кадыровцы. Вот что я говорю. Нет ни у кого закона, кроме шариата. Ты провокатор, странник. Ты самый настоящий провокатор. Или глупый просто. Или просто глупый. Асан, ты очень многим открыл глаза. Я очень надеюсь, Нохчела. Спасибо, спасибо, Нохчела. Ну, давайте без особых комплиментов, друзья. Я предлагаю тем кадыровцам, кто не совершил преступление, публично начать танцевать калинку в Москве. Пусть там живут. Совершенно верно. Лишение гражданства это называется, уважаемый Эд. Абсолютно с тобой согласен. Лишение гражданства. И вот самая главная новость, которую я, к сожалению, вам говорю только вот под конец своего эфира. Ситуация ускорилась. Это касается и кадыровцев, и ФСБшников, и ГРУшников, и других членов террористических вот этих организаций. Сотрудники спецслужб США и Европы не успевают обрабатывать всю информацию от сотрудников ФСБ, КГБ и ГРУ, офицеров фашистской России, и также чиновников фашистской России. Все пытаются спасти шкуры. Как я и говорил, сперва будет ручеек был вернее, сейчас этот поток усиливается. Особенно, видимо, это связано не только с моим обращением, и даже не столько, сколько с тем, что начинается вот сейчас широкомасштабное контрнаступление великой и первой армии, украинской армии, которая сейчас будет наступать. И сейчас это будет только усиливаться. Уже просто не успевать. Нужны переводчики, нужно заполнять все это. Поэтому, большому сожалению, на всех вас не хватает. Ментов, следователей и так далее, оперативников. Поэтому ФСБшники, ГРУшники, чиновники и другие пособники террористов, поторопитесь, поторопитесь, поторопитесь. У вас очень мало времени. Так. Мои знакомые, которые до последнего противились против тебя, сейчас просят извинения. Передай им большой салам, маршал, и скажи им, все будет ичкерия. Это хорошо, если просят про извинения. Значит, у них есть двинул. Недавно один украинский ведущий представил Закаева как отец ичкерийского народа. Отец русской демократии, он не хотел сказать.
Это чисто подкол, наверное, был. Это типа Белорис, да? Остап Бендер. Отец русской демократии, да? Отец ичкерийского народа. То. Ну да, лизнул так лизнул, да он. Интересно, конечно, друзья, интересно. Так, время у нас уже на исходе, уже 1,5 часа, но еще посижу с вами, мне с вами весело, друзья. Я хорошо покушал, у меня настроение, надо пить иногда. Свободный гражданин, он мог бы возразить, поправить ведущий, а нет, промолчал, видать, понравилось быть отцом. Да, скорее всего, и понравилось, и знаешь еще, может, он его и попросил его так назвать, если честно. Так, нам нужна будет секретная спецслужба, да, Усман? Это 100%. Спецслужба – это хребет государства. Нам нужны настоящие патриоты, грамотные, умные, неподкупные, смелые, вообще все лучшие качества. Нам нужен чеченский Моссад. Обязательно. Без этого никак. Je ne mange pas si jour. Да. Ах, модельно что. Ой, хозяйка. Амзат, да, смешно, конечно, Амзат, смешно. Передайте всем украинцам, что не является Закаев никаким нашим представителем, что я сам был обманут, и вот все, разобрались, это близко, это не так, будьте начеку, никакого свободного ичкерийца он не представляет, там 1-2% вот даже обманутых не наберется, которые его поддерживают. Украинцы, пожалуйста, не верьте, это самозванец, это не так. Так, кстати, вот у меня постила такая мысль, ведь все мы знаем, что кадыровцы сейчас это заградотряды, и они сейчас убивают отступающих Россию. Они таким образом тайно мстят им за убитых чеченцев в 90-м. Ну, тайно они не мстят, потому что убивали, и, кстати, и не только в 90-х, а и в 2000-х, и позже. И не все кадыровцы заградотряды, далеко не все кадыровцы в заградотрядах, так что это все тоже натянуто очень сильно, Николас, не верьте этому всему. Один раз в перерыве забегаю в банк, и срочно деньги нужны, тоже где-то там. Я уходит жена и уже закрываю, я говорю, срочно бабки нужны. А она говорит, подожди, пока они уйдут, и потом, и сразу деньги дала. Так. Да. Что у нас? Вообще комментарии писать перестали у нас в этом. В ТикТок, где он? Что-то случилось, где он? Да, прислушайтесь, украинцы. Это отец русской демократии. Умбо, ночи, умбо. Хилар Пайтбой. Так. Что такое? Что случилось? Интересное кино. Интереснейшее. Вот Семен Слепаков внесен в обновленный реестр иноагентов. Вот нам нужно внести такой русагент. Ввести в списки. Но я надеюсь, наши сейчас власти что-то предпримут. Я им написал, еще напишу, еще буду писать, и буду добиваться, где он. Ничто так не раздражает женщину, как лежащий без дела мужчина.
Tuik Yangu Bashwari Bu Koza Boil Hezionasa. И губогду война коза букоза бойль. Сахес губог коза бойль бог до сунам ца. Коза бойль алгертерсва. Хезай спектакль шерцерем рилеш. Они сами себя топят просто уже за. Яхцах уже додоле уже спектакли такие уже позорище просто. Но это Деон, это хорошо, хорошо. Явилась истина. Боже, храни Америку и Англию, и наши леопарды, все будет Ичкерия. Да, мула. Население Германии поддерживает Украину. Если да, то какой процент? Начало, я не знаю какой процент, но поддерживают очень многие, очень многие. Просто гуманитарку посылают, просто переживают. Здесь очень много украинцев, которые беженцы, на высшем уровне принимают. Нас, наших селили там на корабле, там в общежитиях, там каких-то временных у приютах. Им гостиницы целые выделяют, там льготы с правами, с машинами, с регистрацией, на украинских номерах можно есть. Ну, короче, очень-очень хорошо относятся и государство, и простые люди, очень хорошо. Слава Богу. И не только и просто агенты в масках, вам надо это делать в первую очередь. Да, Эдмамедов, совершенно верно. Спецагент по Кавказу. Приветствую вас. Ассаламу алейкум, ассаламу макш. Ай, хат мельвизик. Ва алейкум ассалам. Дику дал бухастам. Все хорошо. Шухуде что. Так, я не устаю повторять, им уйти от ответственности не удастся никому. Больше вы увидите творить зло. Господи, ищите прикрытие за чеченцами и давайте с тех, кто должен нести ответственность. Вот Минобороны Украины заявляет, что Россия развалит в течение 3-5 лет. Я думаю, максимум это займет 10 лет или немного больше. Меня устраивает сам процесс, если честно. Да? Будем мочить информационно, да. Хоть 5, хоть 10, хоть 25 лет, без разницы. И украинцам не помешало бы сделать чистку в властных кругах. И там структура, там, я думаю, идет она потихонечку, очень медленно, но верно. Это правильно, по закону нужно делать, по закону. Все должно быть очень аккуратно, не спеша. Ведь вырастить, взрастить там целого какого-нибудь СБУшника, это же десятки лет нужно. Нормального, своего, если заменить, убрать одного. Там нужно доказательства, там очень сложно все. И нам все это предстоит. И это не должно быть, заскочил быстро, голову отрезал, все, мы тут показали. Нет, по закону. Как должно быть, цивилизованно, как положено. Бог был бушинвай. Надо, это большой был, да. Основно я верил Халиту, но он также оказался агентом. Тумсо нюхевек, летавик, хируй алейшцю, вы сами подумайте. Это не может быть, да. Да, есть у меня, твиттер есть. Аслан Арцуев, Human Rights Center Ичкерия называется. Хую цаха арцан. Яхам хую цаха арцан нохчиц арцалюш. Атаарюш. Я не знаю, Дэнни, о каком ты видео говоришь.
Ладно, друзья, я закончу тогда свой стрим на этом. Так, на этом я пожелаю вам спокойной ночи. Всего самого хорошего. Я думаю, в среду на чеченском языке будет стрим. Может быть, я еще и завтра, как получится, если будет время. До вечера, может, часов 6 сделаем стрим на русском языке, может быть, завтра. А послезавтра еще раз на чеченском. Ну, посмотрим. Следите за анонсами. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Даже 15-рублевые. Всего хорошего, друзья. Адикер масена маш оль бюз де. Так, выключаем.